Арманом. Я поступила в колледж, я раскрою свой талант по вокалу, и это моя мечта. Мен кәсіби біліктілігі жоғары маман болу үшін колледжге оқуға түстім. Бұл менің арманым. Мне нравится изучать иностранные языки. Я поступлю в колледж и обязательно буду делиться знаниями с другими. That's my dream. Я поступила в колледж. Папа, мама, я стану отличным педагогом музыки. Я научусь играть на новых музыкальных инструментах. Это моя мечта. Ура! Я поступил в колледж. Я буду классным педагогом, хореографом. Это моя мечта. Вот он, этот момент. Я поступила в колледж. Я буду светиться ярче звезд. Это моя мечта. Қайырлы кеш, құрметті студенттер, мұғалімдер, қонақтар және достар. Добро пожаловать на 8-ю торжественную церемонию награждения премии «Арман-2024» Костанайского высшего педагогического колледжа. Осы жылы біздің салтанатты марапаттау рәсімі «Арман» атты жаңа атауын алғаны жайлы хабарлауға өте қуаныштымыз. Этим вечером ведущими церемонии буду я, Максим Топоров, и моя соведущая Дильназ Махина. Со 2 по 5 мая прошло онлайн-голосование, где студенты и педагоги выбирали лучших из лучших обучающихся нашего колледжа. Имена победителей в номинациях мы узнаем уже скоро. Думаю, первокурсникам, которые впервые сейчас на нашей церемонии, нужно прочитать небольшую историческую справку. Я тарихты білу өте маңызды. Наша церемония проходит с 2017 года, и за этот период на ней появились такие традиции, как дресс-код, красная дорожка, награждение лучших выпускников. По подсчетам организаторов, за это время было номинировано 234 студента, а номинации, которые остались еще с первой церемонии, это лучший ведущий и преданность делу. Бүгін біз осы номинациялар бойынша қорытынды шығаратын боламыз. Жыл дебюті, үздік жүргізуші, жыл серпіндері, үздік топ, КПК Лайф медиа индустриясын дамытуға үлесін қосқан үшін, колледждің ғылыми қызметін дамытуға үлесі үшін, жұмысына адалдық, үздік жыл би қоюшысы. Да-да, раз заговорили о номинациях, то добрый вечер. Меня зовут Арман. Интересное совпадение. Я в колледже со времени открытия дошкольного отделения. Разрешите мне озвучить номинации при награждении победителей. Арман, сенімен бірге марапаттау рәсімін өткізгеніміз үшін өте қуаныштымыз. А почему нам о нем ничего не сказали? Это какой-то пранк. Где-то снимает скрытая камера. Я вообще-то все слышу. Давай лучше дальше по сценарию. Может, потом поймем. На нашей церемонии традиционно есть дресс-код. В
2024 это цвет морской волны. А давай проверим готовность наших гостей к церемонии. И как же мы проверим, что ты имеешь в виду? Прошу встать и начать танцевать тех, кто сегодня с элементом дресс-кода в одежде. Отлично! А кто делал прическу и макияж на церемонии? От вас хотим услышать громкие аплодисменты. Так, а кто пришел вне дресс-кода и считает, что он все равно самый классный? Просим вас поднять руку. В целом, по атмосфере мы готовы начинать. Белсенді студенттер үшін марапаттау рәсімі студенттік өмірлеріндегі маңызды оқиғалардың бірі. Оны олар жыл басынан бастап асыға күтеді. Біз номинациялар бойынша қорытынды шығаруға дайынбыз. Объявление данной номинации не менялось с первых лет церемонии. Это самая важная номинация для студентов-первокурсников. Весь этот год я внимательно наблюдал за вами, знаю достижения каждого студента. Первая номинация по традиции объявляется именно так. Проявить в колледже может себя каждый, а вот стать конкурентоспособным – задача не из легких. Номинация «Дебют года». В номинации «Дебют года» представлены Алина Билбаева, Вероника Никоненко, Карина Сыркова, Ратмир Тимиргалиев. Итак, первая номинация «Дебют года». На сцену приглашается заведующий кафедрой музыки и декоративно-прикладного мастерства Рыспаев Жалгас Алмазович. Добрый вечер. Для меня является большой честью вручить победителю номинации «Дебют года». Всем номинантам желаю удачи. Начнем. «Дебют года». Победу одержал Тимиргалиев Ратмир. Мы поздравляем Тимиргалиева Ратмира с победой в номинации «Дебют года». Каждый новый день — это новая строка романа без
жөніндегі комитет 2023-2024 жылғы жасалған жұмыс бойынша қорытынды әзірледі. Экранға назар аударыңыз. 2023-2024 оқу жылында жастар ісі жөніндегі комитет колледж жастары арасында студенттің өзін-өзі басқаруды дамыту және тәлімгерлік жұмысын жалғастырды. 4-8 қыркүйек аралығында колледжде дәстүрлі бірінші курс апталығы өтті. Жастар ісі жөніндегі комитеттің кеңесшілері 320 жарқын студенттерді рекордтық санмен қарсы алды. Колледж студенттері 2023 жылдың 6 қазанында колледжде өткен студенттер күні аясында өздерін ұстаз рөлінде сезіне алды. 2023 жылдың 25 қазанында еліміз тағы да ұлттық мереке республика күнін тойлады. Студенттер дәстүрлі Шабыт Фест таланттар фестиваліне қатысып, өз өнерлерін көрсете білді. Шабыт Фест жаңа есімдерді ашуды жалғастыруда. Бүкіл Қостанай жоғары педагогикалық колледжі үшін нағыз айтулы оқиға, оның 60 жылдық мерейтойын тойлау болды. Мирас мәдениет сарайында бір сахнада бас қосқан әр буын өкілдері, ұстаздар мен студенттер, мектеп бітіруші түлектер, әлеуметтік серіктестер мен ұстаздық ардагерлер өз құттықтаулары мен шығармашылықтарын білдірді. Бірінші жарты жылдық дәстүрлі жастар жылы 2023 жаңа жылдық марапаттауларымен, сонымен қатар колледжде жаңа жыл мерекесімен аяқталды. Жарқын фото аймақтар, интерактивті өзгерістер мен тірі ертегі кейіпкерлері, Аяз ата мен Ақшақар мерекелік атмосфера сыйлады. 2023-2024 оқу жылының екінші жартысы көктемнің келуімен байланысты оқиғаларға толы болды. Быковскавадағы Масленица және Наурыз мерекелері жаңартылды. Оның аясында белсенділер театрландырылған қойылым, жәрмеңке және тақырып фото аймақтарды дайындады. 2024 жылдың сәуір айының басты оқиғасы облыстық байқау ретінде екінші жыл өткізіліп келе жатқан Student Vision MD байқауы болды. 2024 жылы қатысуға Қостанай, Рудный және Лисаковск қалаларындағы, сондай-ақ Сарыкөл өңіріндегі колледждердің студенттері шақырылды. Барлығы 10 колледж қатысты. Байқау Қостанай облысының жастар ресурстық орталығының қолдауымен екінші жыл өткізіліп отыр. КПК-лар студенттік YouTube арнасы белсенділердің қоғамдық пайдалы өмірі мен қызметі туралы ақпаратты жаңартуды жалғастыруда. Арна жазушыларының саны 1700-ден асады. Қарау саны 186.129. Колледждің медиа индустриясы әлеуметтік медиаға қарай дамуын жалғастыруда. Жазылушылар саны Instagram желісінде 2821, Telegram каналында 279. Сегодня нужно быть в ресурсе и в потоке информации. Время идет вперед. Главное – успеть за ним. Согласен. Мы желаем первокурсникам быть в тренде, открывать новые возможности, достигать вершин. Время первых. Медиаиндустрия набирает обороты. Наши студенты не отстают от времени. Какой классный контент они ведут в Инстаграм. Скажем честно, я тоже подписан на страницы ваших студенческих групп. Да и вообще, они уже могут составить конкуренцию местным телеканалам. Готовьте телефоны для сторис. Начинается номинация за вклад в развитие медиаиндустрии КПК Лайв. Номинации за вклад в развитие медиаиндустрии КПК Лайв представлены: Алихан Таштаев, Алина Рожко, Гульнас Амантай, Максим Топоров. КПК Лайф медиа индустриясын дамытуға үлесін қосқаны үшін қорытынды шығаруға сахнаға Қостанай фотографы мен видеографы Energy of Melody фотокөрмесінің авторы Киреева Евгения Васильевнаны шақырамыз.
победила в номинации за вклад в развитие медиаиндустрии КПК Лайф. Итак, поздравляем победителя Максим Топоров. Максим, эти аплодисменты в вашу честь. Отличная награда за проделанную работу. Дильназ, а ты знаешь такое интернет-шоу «Контакты»? Ну, возможно, слышала. Ну отлично, прямо сейчас мы проведем мини-версию программы. Это шоу «Контакты». Оно будет очень коротким, точно как звонок в роуминге. Условия просты. Я задаю тебе вопрос, беру твой телефон, вместе с тобой ищем человека, который ответит на этот вопрос. Главное условие – у него будет всего 50 секунд на ответ. Условия понятны? Да. Итак, мы начинаем. Вопрос. В каком году Абылай был признан ханом 3 казахских жузов? Ты сама-то знаешь ответ на вопрос? Ну, конечно. Итак, давай посмотрим. О, контакт под названием Айлана Ногти. Ой, ей точно не нужно звонить. Мы с ней обсуждаем только парней и моду. Хорошо. Посмотрим. А вот контакт Рихтер Ольга Антоновна. Да. И студенты меня поддержат, что именно ей нужно позвонить. Наверное. А у нас 50 секунд. Алло, здравствуй, Дильназ. Добрый вечер, Ольга Антоновна. Я сейчас нашел контакты. Мне попался вопрос, связанный с историей. Можете ответить? Хорошо, давай попробуем. В каком году Абылай был признан ханом 3 казахских жузов? Ну это же элементарно. В 1771 году. И это правильный ответ. Поздравляем! Ольга Антоновна, спасибо большое. Мы готовы продолжать церемонию. В этом году наши студенты приняли участие в 11 международных конференциях, а также в 4 областных. А сколько прошло конкурсов, форумов, мастер-классов! Я в полном восторге. Начинаем номинацию за вклад в развитие научной деятельности колледжа. В номинации за вклад в развитие научной деятельности колледжа представлены Алан Хусаин, Алихан Таштаев, Зайнура Болик, Колледждің ғылыми қызметін дамытуға үлесі үшін номинациясының қорытындысын шығаруға сөз кезегі директордың оқу әдістемесі бойынша орынбасары Чуркина Татьяна Александровнаға беріледі.
прежде всего я хочу поздравить всех участников премии «Арман» 2024 года с успехом и, конечно, всех с победами. Вы уже победители. В номинации «Научная деятельность» занимает первое место, является победителем Алан Кусаинов. Тамаша Алан Кузаинов. Келесі жылы сіздің өміріңізде осыдан да көп жетістіктер күтеді деген ойдамыз. Басталар өмір жаңа. КПК Лайф впервые раскрывает неудачные дубли на съемках. Немного юмора и приятного просмотра. Ивана, расскажи, а как ты готовишься к Новому году? Запусла.
соревнований по неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Калашникова я. В рамках недели кафедры естественно-гуманитарных дисциплин прошли соревнования по неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Калашникова. Попробуй шутить. Подборка ярких событий. А вот это... Два света них, 5, 6, 7, 8 и... Все, что нам требуется, воображение. Biz bir komandamiz. Ынтымақтастық пен бірлесіп істеген жұмыс нәтижесі. Стоп. Ваш вклад в сохранение мира и порядка в стране. Ой. Сәлем достарым, мына эфире. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Я не могу, да. Кто ж про меня говорил? Проходя по первому этажу, всегда слышишь музыку. Сразу понятно, идут пары у хореографов. Наши танцоры украшают каждое событие в колледже. Сами разрабатывают и ставят постановки на сцене. Номинация «Постановщик года». В номинации «Постановщик года» представлены Кристина Якунченко, Татьяна Кушнерук, Эвелина Кочелапа, На сцену для объявления итогов приглашается заведующая отделением культуры Костанайского высшего педагогического колледжа Кливина Евгения Викторовна. Спасибо за оказанную честь. Итак, выберем лучшего из лучших. Номинации «Постановщик года». Лучший из лучших. Эвелина Кочелапа. Кочелапа Эвелина, эту победу вы заслужили. Сюрприз от организаторов, о котором мы сами узнали только что. Итоги специальной номинации «Лучший образ церемонии». Для объявления на сцену приглашается Егор Нагайко. Но хочется отметить, что все сегодня были безумно невероятные, красивые, восхитительные, сногсшибательные. Но приходится отметить
Карину Серкову. Поздравляем! Студенческие годы – самые яркие годы в жизни каждого из нас. Біздің студенттер, біздің мақтанышымыз. Сахнаға директордың оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасары Морозенко Светлана Михайловнаны шақырамыз. Светлана Михайловна, сізден біздің белсенді студенттерге алғыс хаттарды табыстауды сұраймыз. Благодарственное письмо от Управления образования климата Костанайской области за участие в конкурсе семейных видеоэссе «Семейный фотоальбом» вручается Амине Турибаевой, Баянсулу Айбаевой, Дильназ Досовой, Селецкой, Почетная грамота за второе место на конкурсе «Как прекрасен этот мир» от Управления образования Акимата Костанайской области вручается Адимы Сейткалиев. Амине Маймуловой. Алине Рожко. Махабаш Шурабаевой. Марии Соколовой. благодарственное письмо за активное участие в общественно полезной работе получает Ангелина Елагина. Я Карина. Виталий Евтехов. Амина Молдашева. Камила Тучанова. Ксения Беседа. Ушигулова Айолым. Дильназ Шаксимбекова. Анеля Мукашева. Егор Нагайков. Ксения Пушкарская.
kızı. Вы большие молодцы. Ваш вклад в развитие студенческого самоуправления в колледже оценен по достоинству. Приглашаем вас в зрительный зал, а мы продолжаем. Үздік топ номинациясы бойынша қорытындыны шығару уақыты келді. 49 топтардың үлгерім қорытындысы бойынша дауыс беру үшін тек 10 топ шығарылды. Олар үшін дауыс беру құқығы тек мұғалімдер мен колледж жұмыскерлерге берілді. Сахнаға ғылыми бөлімнің зертханашысы Нургалиева Далия Сериковна шақырылады. Доставленную честь. Итак, в номинации «Лучшая группа» побеждает АК-11. Ведущий – это лицо любого мероприятия. Он умеет быстро адаптироваться к новому тексту сценария, который поменяли за 10 минут до начала. А как он иногда может импровизировать? Номинация «Лучший ведущий». В номинации «Лучший ведущий» представлены Вероника Никоненко, Даяна Мираж, Дина Асмахина, Карина Газигарина. Будущий педагог обязательно должен попробовать себя в роли ведущего. Это реально огромный опыт работы с аудиторией, а в комитете по делам молодежи можно пройти школу ведущего. Объявить имя победителя мы приглашаем на сцену председателя комитета по делам молодежи в 2022-2023 году, лаборанта колледжа Косолапова Александра Руслановича. Всем добрый вечер. Прежде всего хочу всех поздравить с этим замечательным мероприятием. Вы все сегодня достойны премии Костанайского высшего педагогического колледжа. Но в номинации «Лучший ведущий» победитель один. И сейчас мне удостоилось назвать его имя. Давайте понаблюдаем, кто же это. Победителем в номинации «Лучший ведущий» становится
студент Костанайского высшего педагогического колледжа. Обучается он на учителя. И именно этот человек весной этого года стал автором фразы «Кайла кеш Ель, Кайла кеш Эдинбург, Дина Смахина!» Победителю респект. Дельнас, мы с тобой не прощаемся. Перед объявлением результатов следующей номинации надо сказать об итогах карты социальных достижений за 2023-2024 учебный год. Международный уровень 4, республиканский 25, региональный 101. Отличные результаты. Арман, мы готовы узнать, какая номинация будет дальше. Стать активистом колледжа можно в любое время года. Главное желание и стремление к новым достижениям. Ежегодно мы раскрываем новые имена среди студентов со 2 по 4 курс. Номинация «Прорыв года». В номинации «Прорыв года» представлены Амина Бисмгулова, Виктория Алексеевна, Дильназ Махина, Для объявления итогов номинации на сцену приглашается педагог колледжа, ответственный секретарь приемной комиссии Солодова Светлана Вадимовна. Добрый вечер. Хочу поблагодарить организаторов данного прекрасного мероприятия за оказанную честь объявить победителя в одной из номинаций. «Прорыв года» победителем является студентка Костанайского высшего педагогического колледжа, в имени которой уже звучит победа. Виктория Алексеенко. В образовании всегда в приоритете, и Виктория это доказывает. Поздравляем! Провожаем под аплодисменты вас в зрительный зал. Прошло 4 года с того момента, как вы стали частью студенческой жизни. За это время вы внесли большой вклад в историю студенческого самоуправления. Мы говорим вам спасибо и приглашаем на сцену. Özlük dilekçede marapatlar üçün Kostanay Жоғары педагогикалық колледждің қосымша білім беретін педагогы, алғыс күрес белгісінің иегері Шарунов Юрий Андреевич сахнаға шақырылады. Всем уже точно добрый вечер. Всех у нас появилось позитивное настроение. Мы к этому пришли как будто бы за одну секунду. И как будто бы за одну секунду пролетели вы перед моими глазами. Сначала в общих словах, а потом по традиции о каждом хорошо. Ребят, вы уже вот через месяц пойдете работать, станете директорами, станете депутатами, президентами, станете действительно
любви с большой буквы. Но мы просим вас от лица всех наших активистов всегда поддерживайте молодежь. Вас когда-то здесь поддержали ваши руководители, наставники, педагоги. Без их поддержки вы бы сегодня здесь не стояли. И поэтому я прошу вас, поддержите их всегда, принимайте их ошибки. Вы тоже ошибались и не раз, и исправляли свои ошибки. Ну а теперь хочется немного сказать о каждом, сказать добрые слова. И начну с Асии Жамаловой. Знаете, Асия появилась у нас в самый светлый праздник под названием Наурыз. Она пришла как весенний лучик и дебютировала в качестве ведущей. Привела ее Ружана Бдирова. То есть нам сказали, что есть одна такая девочка, которая тоже хочет попробовать. Знаете, с тех дней мы начали работать в таком тандеме, в таком... Я не видел еще такой ведущей, которая приходила, у нее всегда с собой бутылочка воды, то есть она всегда знает, что ей нужно то, и если какие-то ошибки в сценарии, она сама подходит. Юрий Андреевич, тут как-то не так, давайте исправим. Асия очень ответственный человек, очень серьезный человек, знаете, очень воспитанный. То есть такой опыт работать с воспитанным ведущим, это нужно получить. То есть и я тебе очень благодарен за то, что с нами 4 года ты говорила Кайла Кеш Ели, Кайла Кеш Костанай, КПК Жилите. Мы будем это вспоминать, мы будем очень скучать. И самое главное, ты мотивировала других. Студенты 2-х, 1-х, 4-х и 3-х курсов всегда говорят тебе с большой буквы, что Асия Жамалова — это та самая ведущая. Если она заходит в кабинет, нужно вести себя прилично, культурно. Под ваши аплодисменты. Асия получает номинацию «Преданность дела». Ну, самое волнительное. Идем дальше. Алтынай Каримова. Алтынай, знаете, с 1-го курса отдала себя ансамблю «Жүрек Даусы». Это огромный труд. Приходить помимо учебных пар, приходить на репетиции, приходить на записи и постоянные концерты, постоянные выступления, стрессы. Это очень трудно. То есть для кого-то жизнь артиста — это жизнь мечты, а на самом деле жизнь артиста — это не жизнь мечты, это жизнь постоянного труда. И я сегодня сказал, кого не было, мы ждем от тебя победу на Евровидении. Обязательно. То есть нам нужно. Не покорили Стивен Фишер, покорим Евровижн. Давайте договоримся так. Ты золотой голос ансамбля «Жүрек Даусы», ты сменила почетно Жулдызай Сагиевну, которая постоянно была в этом ансамбле. Теперь это была ты. Юлия Владимировна, тебе очень благодарна. Мы тебе благодарны за то, что ни один наш концерт, начиная тоже с Наурыза, не прошел без Алтынай. И ваш куратор, которая привела тебя и Амину, сказала: у меня там такие талантливые первокурсники, Юрий Андреевич, у нас уже готов номер. А это пандемийный год, никаких условий. Через день мы уже здесь проводили видеосъемку с онлайн-концерта Наурыз. И это настолько круто, что все 4 года ты вместе, ты всегда, хоть и болит голова, не успевала, но ты смогла. И под бурные аплодисменты мы включаем. И Аружан Бэткутбайкызы, которая сменила фамилию. Мы все знаем, что Аружан Абдирова. Ну, как и Арман сменил название, так и Аружан у нас
к 4 курсу стала другой звездой, ну, продолжает быть звездой. Аружан, повторюсь, привела семью к нам. Знаете, я запомню Аружан, как бы, так сказать, всегда опаздывала на мою пару. Каждый наш урок ага кешеринес, но зато была готова. Ну вот честно, домашнее задание всегда было безупречно, потому что Аружан тоже наша основная ведущая. Каждую новогоднюю ночь, каждый эфир на КПК Лайв, сколько с ней снято видео. Аружан очень любит своих родителей. За это я хочу, чтобы были аплодисменты. Но, несмотря на это, я всегда запомню, что Аружан у нас сказали срочно сделать ролик. Я в Читикаре, Гертен буду, все, вопросов нет, и в 7 утра она приезжала в город. Это удивительно, знаете, а тогда не было дороги до Читикары. Все мы знаем, какая туда трудная дорога, но за это мы тебе благодарны, что в тех условиях, в пандемийный год, в постпандемийный год ты приезжала, ты могла успеть, хоть и опоздала на пары, но всегда была готова. И группу М41, это, так сказать, мой небольшой выпуск, потому что я вел у них организацию досуга, и мы прошли многое. И это группа, которая умеет писать сценарий, это группа, которая умеет работать с арт-протоколом, которая умеет планировать награждение, составлять плейлист. Вы молодцы, ты большая молодец, ты выросла как педагог, потому что она у нас ездила по WorldSkills. Это заслужит аплодисментов. Музыка и осанка. Хореографы, возьмите на заметку осанку. Это идеальная осанка, которой нужно позавидовать и восхищаться. Аплодисменты Аружан Наш практикант Амина Бисингулова, которая этой весной прошла школу жизни, которая этой весной научилась многому, да. И знаете, мне нужно было уехать, и ее такое доброе мероприятие они оформляли все сами. Это было впервые в нашей истории, когда я доверил. Они все оформили, да, были пару косяков, но мы их исправили на ходу. А так, как мы запомнили Амину, здесь жизнерадостную, всегда позитивную. И знаете, вот недавно она принесла нам в кабинет цветочек. То есть она сказала, я обязательно принесу сюда цветочек, мы теперь им любуемся всем кабинетом, радуемся. Но Амина — это опора группы. Опора группы МУЗ ДПМ-41. С 1 курса она поддерживает своего куратора, она контролирует их лучше, чем староста. Она проверяет их посещаемость на оркестре. Это очень большой труд, и еще у Амины очень строгая мама, но именно такое строгое воспитание. Сегодня мы видим Амину в таком прекрасном платье, они выбирали его вместе, они все контролировали, и Амина у нас играет и на баяне, и на фортепиано, и на саксофоне. Это аплодисменты, понимаете? Играть на 3 музыкальных инструментах, значит, у тебя развито оба полушария, значит, ты можешь стратегически мыслить. Я тебе прошу это не упускать, не забрасывать. Она поступает в Челябинский государственный институт культуры. И я тебе желаю удачи, чтобы там ты раскрывалась еще прям как твой цветочек, то есть чтобы ты раскрылась, как вот здесь он раскрылся. Успехов тебе и закрывай сессию вовремя. Мы переходим к самой яркой личности в плане самым добрым сердцем. Ага, не ожидал. Маша, мы тебя запомнили с первого дня.
То есть ты в 1 сентября ты уже снялась в видео, я захожу в кабинет. Здравствуйте, меня зовут Мария Утепаева, я поступила в ваш колледж, я буду учиться на учителя, у меня огромные перспективы. Я такой смотрю, да. Проходит месяц, я была в кабинете у директора, я уже показала свою грамоту, я с ней пообщалась. Понимаете, мы туда так часто не заходим, как туда заходила Маша. Маш, ты человек с самым добрым сердцем, потому что Маша взялась за такие проекты, за которые мало кто возьмется, даже взрослый человек. Она потянула на себе экологические, волонтерские проекты, открыла волонтерскую организацию в колледже, а это требовало время. И сама первокурсница, второкурсница, это нереально круто. И знаете, самое важное в этом, что Маша их реально выполняла. Сегодня столько фейковых проектов для отчета. Посадили дерево, сфоткали и все. На этом история дерева закончилась. А Маша ездила по приютам неоднократно, контролировала, сдает кровь, публикует постоянно то нужно. А когда были паводки, все, ходила по этому мосту, таскала еду рабочим, и все это на добровольной основе, ни под каким дулом пистолета ее туда не тащили. И вот за то, что ты реализовала это реально, то, что ты оставила после себя готовые проекты, а сколько лучших волонтеров по республике, наград на твоих. По области тебя знают, что ты доведешь до конца. То, что ты реально человек с добрым сердцем, и знаете, с самой нейтральной позиции. Ты как маленькая Швейцария в нашем КДМ. У тебя всегда нейтралитет. Ты не будешь выбирать ничью сторону. Это качество, которому я завидую тебе, в хорошем смысле. Так что под аплодисменты. Главное, волонтеры! А еще за 1 год Маша буквально выучила немецкий язык. И вы представляете, какое желание. Перешли, с чего началась моя работа в колледже. Мой первый рабочий день, мне приходит сообщение от куратора Султана. У нас студент желает выступить в онлайн-концерте. Он уже снял видео. И в этом видео он продемонстрировал себя, какие у него амбиции, что через 4 года я добьюсь своего. И также уже первый месяц у Султана проекты, у Султана бизнес-проекты. Султан двигает область. А вот прошло 4 года, и он нам говорит, я был сегодня на бизнес-ужине с представителями бизнеса области, который мы с ним обсудили. То есть, знаете, из того такого простого деревенского парня, который приехал, такой, знаете, здравствуйте, это я. Он заходит с бабочкой, это я. То есть, и сегодня он заходит, обсуждаем бизнес, сейчас вот церемония, как бы. А в плане педагогики это тоже профессионал своего дела. Вести курсы английского языка сначала 3 года бесплатно, на добровольной основе, учить детей, вести эти уроки, собрать команду, в которой есть и дизайнер, и директор по связям. Как у него в WhatsApp автоответчик, вы видели. Скоро я вам отвечу. Пожалуйста, подождите. Мы желаем, чтобы ты стал лидером партии, страны. Ведь он сказал мне, вы будете снимать мое новогоднее обращение. Так что мы этого ждем. И по отношению родителей, я запомнил навсегда нашу с тобой поездку. Когда мы ездили в Астану, как мы всю ночь разговаривали с Султаном в поезде, обо всем, просто обо всем. И, знаете, у него такая огромная сумка еды была. То есть не вещей, а родители сложили ему столько еды. Мы приехали уже в Астану, он еще нам достает. У меня тут еще, и на обратную дорогу у него тоже было столько еды. И, знаете, он приехал в Астану, и первое, с кем он связался, это с мамой. Мама, смотри, я в Астане, мама. Вот он первый раз ездил тогда. Я с ним поехал в Астана-хаб, потому что он такой, да я сам справлюсь. И я понял по его глазам, он не доедет. Мы поедем вместе. И он в Астана-хаб зашел, как будто он там работает. Всех знает, где какой офис, со всеми общается. Первый раз приехал. И он был там как свой, я надеюсь, он скоро там станет своим.
И это было невероятно круто, что в течение всей поездки он был на связи с родителями. То есть видеозвонок в WhatsApp, он все показывал родителям. То есть смотри, это я здесь, это я тут. И он привел брата к нам в колледж. И знаете, как настоящий старший брат, он его завел в группу. В первый день, когда Алан начал учиться, он его завел в группу, проконтролировал и пустил в такое серьезное плавание. Сегодня Алан в команде вместе с Султаном. Это очень хорошо, когда у вас такие крепкие семейные связи, ведь у многих такого нету, а вы правильно воспитаны. Вот эти бурные аплодисменты мы вручаем Султану. Я приглашаю на эту сцену победительницу конкурса Student Vision 2020, нашу выпускницу, доброго друга Уралбаеву Алуа для исполнения главной песни церемонии вместе с вами. Вы готовы? Мне очень жаль, что время так быстро летит, и нет пути обратно. Мы будем вспоминать и будем часто говорить о том, как было прекрасно. Единые, дружные и сильны, о-о, ведь большой командой мы, о-о, воплотили все мечты, и в сердцах one love. Вспомним добрым словом наших с вами мастеров, те, кто сможет нам простить всем на свете, кто порою так суров,
2008 салтанатты марапат дәуресіме Арман 2024 өз мәресіне жетті. Жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Достар, келесі кездескенше қош сау болыңыздар!